Вы на канале Новости БП. Я что хочу сказать? Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые, несмотря на вот эту вот, на закрытость судов, на вот этот вот поток дезинформации, который вливается в прессе, да, все-таки меня поддерживают и все-таки понимают, что что-то происходит не так. Потому что, ну, казалось бы, банальное дело, убийство, да, ну, странная картина получается. Обвиняемый просит расследовать Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, суды. Ребят, ну где мы вообще видели, чтобы обвиняемый требовал расследования? Наоборот, всегда обвиняемый старается уйти от расследования, найти какие-то причины. Я говорю, слушайте, да мне скрывать-то нечего. Тут, ну, пожалуйста, ну, вот лежит 74 тома уголовного дела. Ну, покажите мне, это, вот, ну, хоть одно доказательство моей вины. Покажите хоть одного свидетеля, прямого свидетеля, который бы сказал, да, я знаю, я вот сегодня ехал с человеком, да, он говорит, слушайте, Сергей Иванович, я работал, ну там-то, 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 занимался таким же видом деятельности. Я, говорит, вот сколько знаю людей, все в один голос говорят про вас и про вашу компанию, что это были самые порядочные ребята на рынке, с ними можно было работать, они никогда не обманут, они никогда не кинут. И он говорит, мы удивляемся все, что вы делаете. Поэтому, конечно же, вот эти вот все, когда процессы проходят, казалось бы, ну, что здесь неясного? Вот Стародубова, да. Вот справка, что она продала долю, да. Вот банк, вот деньги, вот ее племянница. Конечно. Суд закрытый, деньги Фургала. Ну хорошо, если это мои деньги, ребят, ну тогда вы поднимитесь и скажите там, на основании того-то, того-то, а это деньги Фургала. Они говорят, нет. То же самое и идет вот по обвинению в убийстве. Я задаю вопрос, но вы мне предъявите хоть одно обвинение, скажите вот хоть один факт, да, хотя бы причину назовите, почему я мог. Знаете мне, как отвечает следователь? Сергей Иванович, мы вот тут посмотрели, поговорили. Вы же могли заказать? Я говорю, ну теоретически мог любой. Они говорят, ну, значит все логично. Ну да. Ну раз могли, ну я не знаю, может быть, некрасиво сейчас скажу, но я мужчина. Но это же не значит, что я насилую женщин в подъезде. То хотя могу. Теоретически, да. Ну, почему некрасиво? Как раз так. Нет, ну вот смотрите, оно же получается как? Оно же получается как? Все один за одно. Вот эти вот деньги. Ваша честь. Вот человек говорит, вот я продала долю, вот я получила деньги, вот я их перевела в доллары, вот я их положила в банк вместе с своей племянницей. Вся цепочка. Следствие говорит, нет, мы знаем, это не их деньги, это не Фургала. То же самое про убийство. Вот вам показатели, вот вам это, вот это. Они говорят, нет, но мы знаем, что Фургал. Почему? Потому что так надо. Но к чему мы придем с такими вещами? Ну так же нельзя. Я часто возмущаюсь, там разговариваю где-то, слушай, но я понимаю, почему я сижу. Но я не понимаю, зачем. Я просто, вы мне скажите, зачем, ради какой идеи, если я сижу ради того, чтобы окончательно там добить экономику в Хабаровском крае и окончательно поделить все между пришлыми, ну тогда эта политика называется, знаете, какая? Ты приходишь на завоеванную территорию и облагаешь ее, да. Но если мы все говорим, мы за Дальний Восток, слушайте, я не вижу вот даже малейшей причины, почему, вот зачем меня посадить. Если я не устраивал как губернатор, уберите меня с губернатора. Если вас не устраивает как это, уберите. Ну, садить-то зачем? А потом судьи краснеют, адвокаты краснеют, прокуроры краснеют. Все делают вот такой вид и говорят, ну да, ну вроде-то садить его не за что, ну а как? А как не садить? Когда надо садить.
Вот я посчитал, 14 месяцев я сижу в СИЗО Лефортово. 14 месяцев. Государство тратит колоссальные деньги. Тратят колоссальные деньги на выборы сейчас. Там, тратят на это. Ради чего это все сделано? У меня возникло такое ощущение, что сделано ради одного человека, москвича, да, который забрал завод, который хочет заработать там дополнительно несколько миллиардов и уехать жить в Германию. Ну, нет, но а логика-то, вот если мы смотрим, она же так и получается, смотрите. По результатам так. А как по-другому? Вот смотрите, у Мистрюкова садят, долю забирают, да? Ну, покупают. Дальше приходит человек, разоряет компании. 12 человек садят в СИЗО. Бухгалтеров, там, непонятно кого, вообще непонятно кого. Юристов, бухгалтеров просто садят, да? Дальше приходит человек, рушит завод, переписывает все имущество на другую компанию, получает за это деньги, являясь гражданином Германии, ну, второе гражданство, жена, дети, дом, все в Германии, который даже не скрывает своих намерений. Он же их никогда не скрывал. Он говорит, я хочу актив продать и уехать жить в Германию. А актив, извините меня, в городе президентском внимания, градообразующее предприятие, один из главных налогоплательщиков в закрытом городе, на котором работает 3300 человек, плюс аффилированных к ним еще 10 тысяч. Да. Так вот, которые 10 тысяч были аффилированы, их сегодня оставили без средств существования. Ну, слушайте, я все понимаю, но я очень сильно переживаю за Хабаровский край. Я ловлю себя на мысли, казалось, да нафиг тебе все это надо. Я смотрю, я искренне переживаю. Я смотрю ВЭФ, я переживаю. Богатейший край. Все можно сделать. Все можно отрегулировать. Главная причина, по которой ничего не развивается, это когда люди не верят. Вот 100 раз приходит руководитель и говорит, там, допустим, надо там модернизировать здравоохранение. Не получается. А почему? Люди не верят. А люди не верят, люди не хотят. Все элементарно просто. Ну вы, раз вы посадили губернатора, ну вы выйдите, откройте суд и покажите людям, скажите, коллеги, мы же его посадили не просто так. Вот доказательства его вины, вот свидетели, вот улики. Ну, и я руки разведу, и люди руки разведу, скажут. Ну, все должны нести заслуженное наказание. Ошиблись. Да, но вы когда делаете что? Вы берете закрытый суд. Да? И говорите людям, он виноват. Люди говорят, ну покажите нам его вину. Они говорят, мы не покажем, это тайна. Но у любого человека всегда возникает какое ощущение? Что его дурят. Что просто кому-то понадобились активы в Хабаровске, кому-то понадобилось дестабилизировать политическую ситуацию, кому-то понадобилось ударить по имиджу или по руководству страны. Это же все не безобидно. Это же все не безобидно. Это же все имеет далеко идущие последствия. Я ж вот им не зря говорю, зачем они закрывают суд? Подготовить, чтобы следующие суды тоже были закрыты. Они же из суда поднимаются и говорят, ваша честь, а тот суд был закрыт. И что? Ну ничего не изменилось, давайте этот закроем. Ну давайте. Но тогда вообще зачем суды проводить? Вот она обиделась, конечно, судья, да, ну я не прав был, ну я погорячился, да. Ну а зачем проводить тогда суды? Ну тогда вы просто объявите, скажите. Ситуация требует признать Фургала виновным, посадить его на столько лет без суда. Почему? Ну так надо. Я это еще понимаю. Но когда вы меня вывозите в суд и говорите, суд закрытый. Я говорю, почему? Ну, будете возмущаться, вообще выведем отсюда. Могли бы и не привозить. Чего от того, что меня привезли? Поэтому, конечно же, я понимаю, когда следствие меня арестовывает,
Они же мне как сказали? Мы на 100% знали и прогарантировали, что вы возьмете на себя какой-то эпизод. Но когда люди вышли и сказали: ребята, покажите, что-то пошло не так. Но это говорит о чем? Кто вот это все прогнозировал, он, скорее всего, понимал, чем это все может закончиться. Потому что в любом случае, либо это специально сделано, либо это сделано по глупости, но я считаю, что это было неправильно. Разве что, нельзя было меня допросить? Конечно. Ну, смотрите, нужно было. в ноябре месяце Перед задержанием. арестовали, Да. да нет, в ноябре месяце арестовали там этих людей. Если у вас есть вопросы ко мне, ну я же вот он, я же никуда не бегу. А они должны были быть. Да, конечно. Они должны быть, но не сразу после ареста, через месяц. А у нас получается что? Да. Я прихожу и говорю: ребята, вы меня допросите. Ребята, вы у меня спросите. Они говорят: а ну, нам это не интересно. Или новое уголовное дело.